Шалом, сорокерка. Ледюжный шатчины. Мы на первой избе, ребят. Всем привет. С Туланом, как обычно. И сейчас, как я ехал от дороги, уже у меня ничего не заснялось, потому что аккумулятор разрядилось, оказывается. На улице минус 20 градусов сейчас в данный момент. Вон там светит луна, а тут уже расцветает. Ну, сегодня приехали, то есть. Сейчас вот по времени без 7-6. Ну, 6 часов уже утра. Считай, уже светло, хорошо. Приехали пораньше, чтобы все успеть. В первую очередь, как всегда, будем затапливать печку. Ну, как обычно. Все снимать не стану. В избушке видно, что никого не было. Вот. Здесь дверь у меня из-за сильных морозов. Сейчас очень сильные морозы. У нас до 50 градусов было. А здесь может и еще выше. Потому что севернее избушка, считай. И вон иней. Но так, в принципе, вот здесь тоже иней образовалась. Вон видно, видите. А стены, все, потолок, все сухое. Вот сегодня бы оказаться на второй избе и посмотреть. Потому что у меня там обшито. Как мы видели, прошлой осенью я обшивал потолок. Вот это бы надо посмотреть, там инеем покрывается, нет, этот материал. Чем я обшивал. Ну, в принципе, все нормально. После меня там, наверное, мужики должны были еще зайти. Да, только ничего не расписали. У них кое-что тут оставалось. Я им позвонил, говорил, что заезжайте, берите, что оставили. Вот. Ну, они заезжали. Я там оставлял. Вот тут. Ну, ничего уже нету. Они говорили, что заходили, были очень рады тому, что увидели там. Что они теряли, они нашли. Вот так. Все, короче, затапливаем печку. Сегодня 28 февраля. Всем привет. Смотрите, какой таз привез. Для чего привез? Чуть позже увидите. Так что будет интересно, для чего это все. Так, лыжи. Сегодня широкие лыжи взял. На широких лыжах будем бродить. Так, пилу на всякий пожарный взял. Добор сразу, наверное. Да. Сегодня попробуем порыбачим. Полный рюкзак. Опа. Полный рюкзак. Всяко разных вещей. Тут у нас одну косынку. Косынка, наверное, правильно. Экран, так называемый, для рыбалки. Тоже взял. Пробно возьму. Ну, живца, чтобы поймать. Что тут? Мешки. Это на обратном пути сено отвезем для Тулана. Это что и как, все весь процесс. Где привез умывальник. Будем устанавливать. Ну и пила тут еще.
Слышите, как хрустит. Это от морозов. Ну хорошо, расцветает. Дым пошел вон. Дым идет хорошо. Сейчас разгружаемся. И будем греть избу в первую очередь. Чайник поставим. Тулан уже у меня убежал куда-то. Не знаю, где он. Куда-то он. Снега не так много еще на крыше. Ну, сейчас снегопада с прошлого похода не было. У нас крепкие морозы стояли, а снегопада не было. Что здесь, что там. Как оставляли, все так есть. Все здорово. Ладно, дальше сейчас буду весь этот хлам убирать отсюда. В избе все так же повторяется, ребят. Смотрите, какой туман. Вот отсюда начало все идти вниз. Пипец, что творится. Это получается у нас с внутренней стороны все идет. Снутри. Ну да. Я думал, здесь начал он таять этот иней. А оказывается, там вообще внутри, что в трубе вода. Все идет вниз по трубе, и вообще такая задница тут вообще кошмар. Кумар такой, блин, а. Туманище. И воздух такой вообще жесть. Да, вот это я не рассчитал. Вообще даже в мыслях не было, что может так все происходить. Так, золу я взял. Золу надо вынести сразу. Пипец. Да. Блин, полнолуние так мне нравится вообще. Так, этот удобрение куда-нибудь надо высыпать. Далеко уходить не стану. Все равно на весной тут водой еще зальет. Все зальет. Все смоет. Это да. Сейчас за водой сходить. В первую очередь. Смотри. Видите, что творится? А тут уже все. Все буквально за 2 минуты. За 3. Да за 2. Там все ушло. Сейчас это быстро выветрится. Ух, ребят. Начал, блин, распаковывать рюкзак. А тут у меня такая шняга. Кетчуп, что я брал. Половина. Ну, видать, пробка открутилась. Не знаю, где она вообще. Все в кетчупе сейчас. Все. Ё-моё. Вот это да. Ну, смотрите. Чай с кетчупом будет сегодня. И там рюкзак еще. Половина рюкзака еще. Кетчуп. Короче, повозился с этим кетчупом. Он мне противным даже стал, блин, сегодня. Потому что, видать, дома плохо мы закрыли. И это открутилось. Короче, пробку я нашел, там, оказывается, тоже был. И... вообще... вон, смотри. У него даже и резьба сорвалась. Поэтому и все вышло. Ну, половина этой посуды. Все в кетчупе. И рюкзак, и продукты, и все. Я не любитель, чтобы, скажем, целыми днями это есть, но бывает я, когда варю, вместо приправы добавляю в любое блюдо. Вот. Сегодня немножко он подвел меня. Ну, небольшую распаковку, как обычно, в моей традиции, это каждый год я снимаю, показываю, что беру по ходу. Вот сейчас в данный момент я закинул пол батона колбасы Зеленецкого. Масло, мне это достаточно. В прошлый раз я масло брал, даже и не дотрагивался до этого масла. Не съел. Бич-пакеты, хлеб, вон кетчупе тоже.
Блин, это пакет сразу тоже уберу. Я бы начал даже рюкзак, чтобы там Тулан все облизал этот кетчуп. Но ему не понравилось, он не съел. Даже и... Видать, этот кетчуп из такого продукта, что собакам не нравится. Здесь конфеты, подушки и еще. Так, здесь у нас 4 яйца взял. В прошлый раз, наверное, 5 или 6 штук. Ну, на всякий пожарный взял. Яйцо. Он тоже вот в кетчупе, блин. Все в кетчупе. Здесь пряники у меня. Пряники к чаю и купил. Так, дальше у нас здесь хлопья овсяные. Ну, масло взял, может, кашу по-быстрому с утра сварить или тоже на всякий пожарный взял. Обычно я это мало, когда я беру хлопья овсяные. Это на скорую руку, чтобы готовить. Вообще, бля. Жесть. Здесь у меня все для съемок. Аккумуляторы. Так, термос тоже взял. А, смотрите, я чуть не забыл. Смотрите, какая коробка у меня. Чуть позже покажу, что тут мне в коробке выслали. Вот такая коробка вам. Тоже вам в кетчупе. Чуть позже открою, как посветлеет. Посмотрим, что там. Так. Лук. 2 штуки. Достаточно. Сахарный песок. Сегодня обязательно взял. Бич-пакеты. 3 штуки, наверное. Вот эти бич-пакеты я еще взял. Хлеб, буханку. И вот еще 1,5 буханки. Хватит надо. Да, вот 3 бич-пакета. Ролтон. Ну, сейчас Ролтон тоже на вкус не такой вкусный, как в прошлый раз был. Сейчас новая приправа у них появилась. И, ну, на любителя, мне не очень. Так, ну, на скорую руку, конечно же, быстро сварить. Там картошка. Так, кроме этой картошки, вот, еще мясо. Ну, не мясо, а колбаса боярская. Это в моих видео, вы тоже это уже видели, как жарил, вот тоже прикупил. Дома почему-то не нравится, не кушают у меня, что Никита, что жена, не нравится. А я вот все время покупаю, только приходится одному это и есть. Вот. Здесь журнал Арктика, который мне выслали подписчики. Новогодний подарок посылки. И вот это... Этот журнал там еще был. Ну, здесь я оставлю. Там в распаковке, когда была, я говорил, что на избу увезу. Подводная камера на рыбалку. Так. Еще сахарный песок. Вот, запас взял. Это уже ставлю. Ну, в этом походе эта банка мне хватит, а вот это уже про запас. Да и, знаете, вот сейчас такое время, что очень много ездят на снегоходах. Ну, могут заехать запросто, увидят мои следы, запросто могут заехать, чтобы было чем угощать. Песок, сахарный, пряники, все, чтобы было для людей тоже. Консервы. Консервы, тушенка, как обычно, йошкар-ола. И пока рассказывали, что вот надо брать этот Зеленецкий. Это для меня не проблема, я запросто могу это достать. Я не раз уже пробовал эти консервы. Вот, и как и в прошлый раз говорил, привезу для мытья посуды. Вот Миф там. Не полная, а остатки тоже
Дома были, я взял. Это посуду мыть. Ну и в принципе все. Вот такой набор у меня. Сегодняшние продукты. И весь кетчупе. Надо этот рюкзак сейчас. Пойдем мы проверять капкан. Ради этого и приехали. Сегодня последний день охоты. Завтра уже, считай, охота закроется. Сегодня сходим, проверим капканы. Ну, закроем капканы. Не проверим, а закрывать будем. Что попало, попало. Нет, так нет. Вот. И рюкзак, наверное, придется тоже взять. Нет, я не буду, уже столько ждал, полмесяца ждал, как я посылку эту получил. И хочу по-быстрому открыть, показать, что мне выслали. Я увидел рекламу в Инстаграме и решил тоже заказать вот эту посылку. А сейчас я покажу, что в нем. Здесь пломба такая вон. Сейчас откроем. Я еще не распаковку, я еще не открывал. Я хотел именно эту распаковку сделать в тайге, потому что эта вещь для походов. Сейчас я покажу. Мне очень интересно. Так, как это открывается вообще? Зигзагами как-то. А, вон она. Пипец. Так. Всегда приятно любую посылку открывать. Даже с паспортом Российской Федерации, сертификат соответствия. А, вон она. Паспорт на нож. Хозяйственно-бытовое назначение. Просто нож. Вон она, ребят. Что я заказывал. Просто нож. Я не нуждаюсь. Как бы у меня для охоты ножи я самодельные есть, но вот решил все-таки я взять такой нож для пробы. Первый плюс, который я увидел в этом ноже, это рукоятка. Вот смотрите, она не маленькая. Бывает, рукоятки делают очень маленькие, а это вообще на мою ладонь вот вообще идеально сделано. Лезвие, скажу вам, не очень так тонкая она. Ну, насчет резки не знаю. Как-то вот интересный. Надо попробовать, как он в деле. Где-то толщина примерно на 3 или 4 миллиметра толщиной. Вот такой нож. Будем ходить на охоту с ним. Все аккуратно сделано, интересно. Здесь вот что я увидел, вот, ну может кованый это нож. Вот смотрите, вот здесь все блестит, заточено, а здесь вот этот бок как будто после ржавчины такой. Но что я вижу, то и говорю. Здесь вот эти места вот как-то интересно, не гладкие, ничего. Сейчас как режет. Режет. Ребят, режет хорошо. Вон. Режет на отлично. Чтобы еще такое вот, как это.
Ребят, режет хорошо. Вот. С газетку он сейчас я вам покажу. Заточка интересная. Но я сам затачивать ножи не умею. Это честно говорю. Чего-чего, но у меня этого опыта не было и думаю не будет. Сейчас глянем. Ой, как же это вообще делают-то люди? Режет. Ну, режет хорошо. Это показуха, что сейчас я показал с этими бумажками, это одно. А надо испытать, когда ты что-то разделываешь. И если вот эта заточка хватит на 3 часа разделки, вот тогда этот нож я буду хвалить. А сейчас, ну, просто нож. Очень интересный для меня. Рукоятка. Вот что мне понравилось, это и рукоятка. Да и сам лезвие, скажу вам. Надо в деле испытывать. Надо в деле. Сегодня, наверное, сразу возьму этот нож с собой. Сейчас будем капканы проверять. Чехол интересно сделано тоже. Чехол по совести сделано. 2 таких вот этих. Можно на ремень сюда ставить, можно сюда, чтобы висело. Это тоже очень даже интересный. Кожаный. Хорошо сидит. Это вот плюсы я вижу. Хорошо сидит. Он просто так не улетит. Не потеряешь. Вообще отлично сидит. У меня чехол из линолеума, а это вот, смотрите. Из кожи так и... И самое главное, он недорогой. Вот это самый большой соблазн для меня и был. Что он недорогой. Где-то, наверное, 1500 или чуть больше было. И, как сказать, 1500 рублей. Наверное, все-таки я оставлю ссылку, откуда я заказывал. Ссылку оставлю, ребят. Кому интересно будет, заходите, посмотрите. Я всегда делаю честный обзор. Думаю, стоит брать. Потому что рукоятка, во-первых, мне понравилась. Ножны, или что там, чехол этот ножны. Вообще идеальные. Заходит четко все. Ну, как режет, я вам показал. Режет хорошо. Видите? Конечно, якутские ножи, они очень дорогие, может и качество лучше, но этот за 1500 рублей, я думаю, стоит тоже брать. Уже не надо заморачиваться, что-то делать или еще. Самое главное, не обманули меня тоже. Все, больше рекламировать я не стану. Это как бы небольшой обзор для охотников сделал этого ножа. Вот. Все-таки ссылку я оставлю в описании. Кому интересно, заказывайте и пользуйтесь. И смотрите мои фильмы, мои видео, где я буду тоже ходить с этим ножом, охотиться, чистить рыбу, резать. Ну, посмотрим, что и как будет. В следующий раз сравню, у меня сейчас свой нож на буране в ящике рыболовном. Сравню вот со своим ножом. Какой у меня убитый нож уже. Но, между прочим, он тоже свое отработал. И этот новый нож. Интересно, вот воткнули там этот лезвие. Дырку каким-то. Ну, там просверлили на сперва, потом воткнули, потом уже туда клин забили. Но рукоятка вообще класс. Вот чего, но рукоятка мне понравилась. Просто вот сидит. Так, все, болтать не стану больше. Сейчас буду пить чай. В первую очередь. Этот паспорт где-нибудь здесь оставлю. Кому интересно, пусть тоже смотрят. Просто нож. Вот.
так вот. Сразу возьмем тоже с собой. Даже сегодня топор не буду брать, наверное. Вот этот нож возьму, рюкзак возьму. И больше ничего брать не стану. Сейчас сходим на капканы тоже. Будем закрывать. Вот. Ну, привыкайте, ребят, кто первый раз здесь на моем канале. У меня фильмы многосерийные. Вот такие обзоры. Вот такой обзор продуктов, чтобы взял. Сегодня вот такой обзор моей новой приобретения, которое я приобрел в интернете. Нож первый раз я взял. И я обычно сам самодельные ножи делаю. Кроме кухонных. И вот эти, конечно же, покупные все. Эти ножи. И я не знаю, заметили или нет, я часы новые купил. Сейчас уже 7 часов. 7 часов уже утра. Ну, до 5 часов у нас море времени. Сейчас примерно у меня часа 3-4 уйдет на проверку капкана. Может, быстрее справимся. Ну, вот, в город съездил. Такой часы купил. 230 рублей. Недорогие. 230 рублей. Часы одинаковые, они время одинаково показывают. Что за 10 тысяч или за 230 рублей. Да, и я не любитель, просто вот как бы на охоту, чисто на охоту я взял. Да, обычно в кармане он будет лежать. На руках непривычно, неудобно для меня, как будто все время мешает. А в карман закину, пускай будет. Чем смартфон таскать, нет, смартфон тоже возьму. Смартфон возьму, может что-нибудь поснимаю, какую-нибудь фотографию или еще что. Так, вроде все, обзор сделал продуктов, но забыл показать, ребят, вот такой чай еще я привез. Это для того, чтобы, скажем, вот сейчас у меня кипяток в термосе, а чайник еще не закипел. Ну, на скорую руку, чтобы заварить чай и выпить. Вот. Все в пакетах. У меня термос, блин, сейчас литровый черный термос, который я, ну, видели тоже в походах. Сейчас новый термос осенью брал. У меня крышка тоже уже все. Резьба начала прокручиваться. Круговую крутится. Новый термос. Вообще идеальный. Ну, еще у меня, кроме этого, конечно, подарок был тоже, который получал термос. Не помню уже от кого там подписчик, забыл от имени, к сожалению. Но, этот термос еще не испытывал. Черный термос еще хранты. Сейчас ездил в Сыктывкар, хотел купить крышку, но заходил один магазин, но там крышки только один вид был с кнопкой, который не подходит. У меня без кнопки термос. Крышка. Ну, как печка гудит, прям гудит. Вот. Ну, уже тепло, быстро нагрелась изба. Хорошо. Снег растаял там, иней с двери там тает. Ну, конечно, вот что прошлый раз вот был такой вот запах от этой печки, вот когда вот начинает греться, очень тяжелый воздух, вообще прям вообще тяжелый. Почему, не знаю. Чай, конечно, хорошо, но и надо что-то придумать на завтрак. А придумал это, пожарю колбасу. Вот смотрите, растительное масло в каком состоянии, вообще замерзло. Вообще дуба, короче. Прямо отошла от бутылки. Пускай растает, оттаивает. Масло закину туда. Маслом вкуснее будет. Это нам также пальмовое масло. Так, пускай здесь станет. И нарежем колбасу. Чайник закипел.
Темная ночь, только курицы спит. Потолще порежу. Пускай куски толстые будут. И, наверное, еще можно бич-пакет заварить. Ну, это на скорую руку. Вот самый быстрый завтрак. Это дома ничего не приготовил. Надо было дома, конечно, приготовить что-нибудь на завтрак. Ништяк. Как будто вот я смотрю и чуть-чуть, где сторона трубы, чуть-чуть придавила. Похоже на то, что наклонилась от этот. Надо вот ровнее плиту сделать как-то. Да, с наклоном плита стала. Не знаю, подгорит, нет. Масла как будто маловато. Растительное масло, конечно. Да нет, нормально там. Оказывается, пена образовалась. Я думал, там все выпарилось. Нет, нормально. Очень вкусно будет. Ставлю второй чайник. Ребят. Закипело уже все. И там для собаки там Геркулес заварил. Румяным становится вообще класс. Все. Слишком пережаривать я не стану. Не люблю, когда очень уж пережарено все. Ништяк. У меня завтрак готов. Ну что, ребят, вот такую колбасу пожарил. Здесь заварил бич-пакет. Вот этот ролтон. Всем обожаемый. Что бы мне ни писали, все равно все это ролтон любят. И в походах берут обязательно. Потому что он пару часов энергии дает тоже. Обман желудка. И он легкий, чтобы в рюкзаке таскать. Скажем, десяток штук взял, и можно там сутки продержаться с ними. Вот. А основное, конечно же, нормальную человеческую еду будем готовить. Может, суп или еще второе какой-нибудь. Это вечером. Сейчас просто некогда. Я сейчас быстренько позавтракаю и будем заниматься своими делами. Вот. Ну все, я завтракаю, и пусть закипит чайник. Подождем, как закипит чайник уже. Надо идти. Время уже 25 минут 8. Все, укладываемся нормально.